В таком случае слово для выступления предоставляется обращающей стороне Алмазбекову Тиреку Алмазбековичу. Прошу пройти к трибуне. Доброе утро, уважаемые судьи Конституционного суда. Рад видеть вас всех в добром здравии. С вашего позволения я, пожалуй, начну. Закон о фейках обязывает владельца сайта в сети интернет или владельца страницы сайта в сети интернет на основе поступившего требования, то есть немедленно, я подчеркну, в течение 24 часов с момента обращения удалить со страницы или с сайта недостоверную, по мнению заявителя, информацию и разместить информацию, опровергающую ранее размещенную недостоверную информацию. В случае отказа от удаления недостоверной информации или нарушения времени удаления недостоверной информации лицо, чьи права и свободы были нарушены в связи с публикацией недостоверной информации о нем, вправе обжаловать действия владельца сайта в сети интернет или владельца страницы сайта в сети интернет в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, требовать удаления недостоверной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта. Работа сайта или страницы сайта может приостанавливаться сроком до 2 месяцев. Владелец сайта или страницы сайта не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в сети интернет в период приостановления сайта или страницы сайта. При этом ни закон Кыргызской Республики о защите недостоверной и ложной информации, ни порядок обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной информации в сети интернет, утвержденный Кабинетом министров, не наделяет владельца сайта или страницы сайта правом предоставлять свои обоснования, доказательства, защиту размещенной информации. То есть его никак не вовлекают в процесс рассмотрения и принятия решений, не позволяет доказать правдивость информации. Всеми правами обладает исключительно заявитель, на основании заявления которого государственным органом принимается решение. Более того, следует отметить, что в качестве последствий предусматривается не только бесспорное удаление информации, на которую подана жалоба заявителя, но и в итоге приостановление работы всего сайта, либо страницы сайта в сети интернет, что подразумевает по смыслу наказание, что вся информация издания признана недостоверной. Тем самым говорить о каком-либо равенстве сторон и соразмерности наказания не приходится. Как следствие, отсутствие данных принципов не позволяет говорить об объективности и открытости рассмотрения заявления, а принятие законного решения уполномоченным государственным органом. На основании мною сказанного прошу признать неконституционным постановление Кабинета министров об утверждении порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной информации в сети интернет, противоречащим части 2 статьи 24, части 2, части 3 статьи 32, части 1 статьи 33, части 1 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики. У меня все, спасибо.